Настоящим снежным апокалипсисом называют казахстанцы непогоду, которая наблюдается в некоторых регионах страны. В ближайшие дни синоптики обещают метели, снегопады и морозы. Но уже сегодня сильный ветер натворил немало бед. Так, на юге республики его порывами посрывало кровлю с домов, а на трассе перевернуло грузовики. О том, что весь день происходило с погодой и как подготовиться к похолоданию, расскажет Людмила Батюшкина. Сильнее всего стихия сегодня разыгралась на юге Казахстана. Ураганный ветер посрывал кровлю с многоэтажек в Таразе. Сила ветра в 32 км в час переворачивала грузовики и сбивала людей с ног. Ёлки-палки, перевернул его. Надо встать где-то, шеф, не могу я ехать. Полицейские просили людей не выезжать за черту города. Что там творилось, понятно по видео, где стражи порядка едва удержались на ногах. На трассе Алматы-Ташкент сотрудники ДЧС спасли 26 человек, среди которых двое детей. Их доставили в пункт обогрева в одну из школ. В Жамбылской области перекрыли 2 участка дорог, а в Шымкенте, занесенным снегом, отменили занятия в школах со 2-й смены. Снегом завалило Экселарду. Из-за этого несколько районов остались без света, часть автобусов не вышла на линию, а таксисты подняли цены. На дорогах сильный гололед. Вот так выглядела карта предупреждений сегодня. Из-за штормового ветра погодные условия признаны особо опасными в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях. Скорость ветра здесь порой превышала 30 метров в секунду. Есть вероятность нанесения ущерба из-за погоды в Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Если скорость ветра выше 25 метров в секунду, то такие погодные условия считаются стихийными и признается режим ЧС. То есть, например, при срыве кровли власти могут выделить деньги на восстановление из фонда ЧС. При более низкой скорости ветра владельцам зданий и сооружений придется восстанавливать разрушения за свой счет. Завтра сильный ветер сохранится в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, на северной половине метели. По всему Казахстану, кроме запада, погода будет неустойчивой с обильным снегом, особенно на востоке. И ожидается, сильное похолодание, в особенности в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. До 25, но там, возможно, даже будет еще сильнее. Чтобы в эти дни не получить переохлаждение, медики советуют одевать несколько слоев одежды. Самое главное, чтобы была и одежда, и обувь хотя бы на размер больше. Плотно прилегающая одежда, тем более она запотевает быстро, становится влажной, и быстрее человек переохлаждается. Алкоголь согреться не поможет, а лишь увеличит нагрузку на сердце, и теплоотдача будет сильнее. Если непогода застала на трассе, нужно поставить автомобиль по ветру, следить, чтобы выхлопную трубу не заносило снегом, звонить на 112 и прикрепить к антенне что-нибудь яркое, чтобы вас быстрее заметили. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.